хочу поблагодарить от всей души патриарху Кириллу, Московскому и всея Руси, ваше святейшество. Благодарим за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь, за то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим ваше святейшество за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. Те, которые знаете благословлять войну, кровопролитие, поймите правильно, вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Это так не прощается. 8 лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Но отсюда и произрастает величайшее уважение в народе к людям в погонах, к людям, которые дали присягу защищать Родину. И, может быть, действительно в мирное время так остро не ощущается этот подвиг воинский. Но как же он осуществляется всякий раз, и как оценивается он высоко всякий раз, когда возникает опасность для нашего Отечества. Будь то объявленная врагами война, либо, как сейчас говорят, гибридная, ползучая, скрытая, но реальная, уносящая жизни и военнослужащих, и мирных жителей. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Еще раз хочу сказать, мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ. Который так от войн пострадал, как мало какой из европейских народов. У нас нету никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей истории, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его, так, как только русские могут защищать свою страну. Когда я говорю эти слова, я совсем не произношу какое-то пустое комплиментарное слово. Я отталкиваюсь от истории нашего народа, от истории наших вооруженных сил. Ведь мы сломали хребет фашизма, который бы, несомненно, победил мир, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. Да поможет нам Господь и сегодня. Будучи мирными, миролюбивыми и скромными людьми, мы одновременно были бы готовы всегда и при любых обстоятельствах защитить свой родной дом.